Здравствуйте, это вечерние новости. Смотрите в выпуске прямо сейчас. «Знай наших». Глава Якутии Айсан Николаев наградил якутских спортсменов, участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Нацпроект здравоохранения в Амгинском районе открыли Центр амбулаторной онкологической помощи. Маслоцех в Тумуле, сельхозпредприятие в Хангаласском улусе расширяет границы, запустив производство в очередном селе района. Глава Якутии Айсан Николаев наградил якутских спортсменов, участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио: Аяла Лазарева, Анастасию Диадорову, Степаниду Артахинову, Алену Дмитриеву. Айсан Николаев отметил, что каждый из спортсменов достойно представил родную республику и страну на большой арене спорта. В свою очередь спортсмены поблагодарили руководство республики, Министерство спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд Якутии. Также поблагодарили своих тренеров и всех жителей Якутии за поддержку и внимание. Особо отмечена бронзовый призер Паралимпиады Степанида Артахинова присуждением звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия» и сертификатом на сумму 3 200 000 рублей. В 4 труднодоступных пунктах республики сегодня запустили спутниковый интернет. Это стало возможным благодаря работе региональных властей с операторами космической связи «Арктик Телеком». Так, спутниковым интернетом обзавелись села в Верхоянском, Среднеколымском, Абыйском районах. На торжественном запуске зампред правительства Якутии Сергей Местников сказал, что это даст населенным пунктам возможность быть на связи не только с районным центром, но и со всей республикой. В планах у Министерства инноваций Якутии и запуск спутникового интернета не только в райцентрах северных и арктических районов, но и в самых труднодоступных селах, куда оптоволокно дойти не может. Сегодня вместе с Arctic Telecom, вместе с ГУП «Космические системы» запустили в отдаленных населенных пунктах спутниковую связь со скоростью приема 5 мегабит в секунду, что позволяет, в принципе, на спутниковом сегменте спокойно проводить ВКС, пользоваться всеми услугами интернета. Это Бетенкёс, Абый, Налимск, Алсардах. Так как это экспресс М5 и технологии не стоят на месте, сейчас будет появляться еще, вот по информации Волина Алексея Константиновича, еще один борт появится, да, спутник. И действительно нам нужно расширять каналы, да, туда, куда не придет оптика. То есть мы сейчас рассматриваем возможность субсидирования этой связи спутниковой для того, чтобы меньше была нагрузка и доступность для населения. Теперь жители республики могут контролировать и следить за ходом предстоящих выборов. Это стало возможным благодаря Центру общественного наблюдения. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Республиканский центр будет работать в столице по адресу Курашова, 24. В большом зале организованы все необходимые условия для наблюдения за ходом выборов. Имеется большой экран, куда выведены камеры со всех 277 избирательных участков. Центр общественного наблюдения будет работать все 3 дня выборов и является открытой площадкой прозрачного и честного проведения большого политического события. И день, и ночь, все 3 суток здесь будет работать наш центр. Можно прийти в любое время. Открывается он 17 числа, то есть завтра, ровно в 6:00. Вот, и можно прямо удобное, хорошее здесь помещение, кресло присесть и наблюдать. Кроме того, у нас есть 20 рабочих мест. Это ноутбуки, а там можно посмотреть конкретный участок. Можно вчерашний день посмотреть. Каждая партия, кроме того, получила отдельный аккаунт, отдельные пароли, логины, чтобы можно было в своих штабах тоже заходите смотреть. И это прецедентно, что для всей страны такие возможности огромные гражданам даны. К другим темам: за сутки на территории Якутии выявлено 174 новых случая коронавирусной инфекции, из них 102 в Якутске, в Амгинском районе 8, в Вилюйском 6, по 5 заболевших в Мирнинском, Сунтарском, Татинском,
В Мегино-Кангаласском, также Нюрбинском, Хангаласском районах по 4 случая. Еще в 19 районах от 1 до 3 заболевших, данные на ваших экранах. В Амгинском Улусе открыли Центр амбулаторной онкологической помощи. Это благодаря поддержке Федерального центра и реализации национального проекта «Здравоохранение». Цель – совершенствование системы организации медпомощи в Амгинском районе, повышение доступности и качества медпомощи по профилю онкология в амбулаторных условиях дневного стационара. Пациентов в центр будут направлять врачи при подозрении на онкологические заболевания. Своевременную диагностику обеспечат кабинеты рентген-диагностики, маммографии, эндоскопических исследований, кабинет УЗИ. В центре открыт стационар, где пациенты будут получать противоопухолевую лекарственную терапию. Вот этот центр сейчас, когда будет открываться, он направлен на то, чтобы человеку, который обратился за помощью в диагностике, как можно в сжатые сроки было оказано полностью обследование и назначено своевременное лечение. Вот это и будет залогом основного успеха для онкологической службы в целом по всей республике. На сегодняшний день мы 14 центров, который открылся региональный центр онкологической помощи по республике Саха-Якутия. И, конечно, мы не то что надеемся, мы уже будем работать вплотную для достижения вот этих результатов ранней диагностики и выявления онкологических заболеваний. Лесные пожары на общей площади свыше 37 тысяч гектаров ликвидировали в республике за минувшие сутки. Всего в Якутии на сегодня действует 46 природных пожаров, ликвидировано 6. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать 2 лесных пожара в 10-километровой зоне на территории Вилюйского и Амгинского районов. Наиболее активная работа ведется сейчас в Усть-Майском районе. Там действует 6 очагов. Сегодня 6 воздушных судов авиакомпании «Полярной авиалинии» продолжат работу. Правительство России дополнительно направит 359 миллионов рублей на решение проблемы лесных пожаров в республике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Средства выделят из резервного фонда правительства России. Якутия является одним из регионов, где в этом году сложилась наиболее непростая обстановка с лесными пожарами. Это обсуждалось и на совещании, которое Михаил Мишустин проводил в конце июля в Южно-Сахалинске во время своей рабочей поездки на Дальний Восток. Жители микрорайона Тускул автодорожного округа столицы провели субботник. Масштабной уборкой жители отметили отсыпку дорог в 4 улицах микрорайона. Благоустройство улиц реализовано благодаря программе поддержки местных инициатив. Репортаж Марфирины Алексеевой. На сегодня в микрорайоне Тускул проживает 300 семей, 100 из них круглогодично. Территория разрастается, активно строятся жилые дома. Всего освоено около 3000 земельных участков. Как рассказывают жители, здесь всегда была проблема с отсутствием дорог. По этой причине проживающие встречали серьезные препятствия. 2-3 дня не выезжали из дома, сидели вот. И когда вот по весне вот распутишься, тоже вот застрянешь там на 2 часа, сидишь и своих друзей на подмогу вызываешь. Бывало такие случаи, конечно. И вот для спецтехники тоже очень трудновато было. Не могли заехать. Даже вот УАЗики, скорой помощи. Бывали такие. А сейчас вот люди радуются, конечно, по такой дороге ездить. Да, без проблем. Уже сейчас водовозки вот эти спокойно заезжают. По инициативе жителей микрорайона в декабре прошлого года управа округа подала заявку на участие в программе «Поддержка местных инициатив». В июле текущего года по аукциону был определен подрядчик – организация «Платинум». Посовещавшись с жителями, решили не только просить от города, но и попробовать свои силы в других программах. И решили подать заявку в ППМИ. И мы прошли отбор и удачно реализовали. Отсыпали в этом году 4 дороги, протяженность около 2-3 километров, можно сказать. В общем, потратили 2600
кубических метров песчано-гравийной смеси. На этом жители микрорайона не останавливаются, планируют подать заявку на дальнейшее благоустройство. Это отсыпка оставшихся дорог, освещение улиц и приближение автобусных остановок. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Поголовье якутского скота за последние 5 лет выросло в республике в 1,5 раза до 2000 голов. Сообщается, что 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 базовые хозяйства, 585 иные фермерские хозяйства и ИП. На данный момент разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов, а также в Якутске. В Хангаласском улусе сельхозпредприятие «Хангалас-Ас» запустило в работу очередной цех, на этот раз в селе Тумул. Новый цех специализируется на приеме молока для изготовления сливочного масла, сметаны, а также местное население туда может сдавать за деньги ягоды, зеленый лук и даже полевые одуванчики. Репортаж Виолетты Засимовой. На самом деле здание маслоцеха в селе Тумул возвели еще 10 лет назад народным способом. Но все эти годы стройку не могли довести до ума, не хватало материалов. То оборудования не хватало, то еще чего-то, потому что дороги не было, и только надо было доставлять только водным путем. В прошлом году за долгострой взялось сельхозпредприятие «Хангалас-Ас». Снаружи и внутри провели ремонт, завезли оборудование, пастеризатор и маслобойку, договорились с местным фермером о регулярной поставке молока и открыли цех по изготовлению сливочного масла и сметаны. Сперва пропускаем через сепаратор молоко, оно превращается в сметану. Сметану мы берем и пастеризуем сперва, потом в морозильную камеру, потом через некоторое время в маслобойку. Там мы делаем масло уже. Уже готовый продукт. Тут упаковываем, тут все сами. Половину здесь продаем, половину уже отправляем в Максугаллох. Помимо молока, сотрудники цеха начали принимать у местного населения зеленый лук, землянику, красную смородину, полевые одуванчики и даже сосновые шишки. Собранные дикоросы отправляются в другие цеха сельхозпредприятия, где их перерабатывают в готовую продукцию. Одуванчики, например, в Максугаллох, бруснику в Максугаллох, красную смородину вон тоже сдавали в еде и отправляем на переработку. Там есть тоже цех, Там есть тоже цех, который все перерабатывает. Цех работает сезонно, с июня по конец сентября. Сейчас идет приемка молока и брусники от населения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Наши корреспонденты продолжают работу над материалами. Итоги дня подведем в 20:00 на канале Якутия-24.